И сейчас с нами на прямой связи по скайпу один из задержанных, один из протестующих в Санкт-Петербурге, Егор Карпенков. Здравствуйте, Егор. Добрый вечер, здравствуйте. Спасибо, что вышли к нам в прямой эфир. Расскажите, что с вами произошло и с вашими товарищами? Ну, смотрите, в Санкт-Петербурге, на самом деле, я сейчас услышал, вы сказали, что дама сказала, что митинг был согласован правительством Санкт-Петербурга, но за 2 дня до митинга на площади, где нужно ходить, прорвал трубу. Вот именно на площади, за 2 дня прорвало решение спецсъезда. Это показали в СМИ и сказали, было предупреждение правительства города о том, что место проведения для тех, кто соберет. Расскажите, вас немножко плохо слышно, можно попросить говорить чуть громче, может быть, чуть четче, потому что скайп-связь не очень хорошая. Расскажите, что лично с вами произошло, и вот с тем парнем, который ваш товарищ, насколько я понял, которого сильно избили до крови по голове. Митинг был согласован, мы пришли, на самом деле, митинг правительства. Да, это моя спина сейчас на кадре, а это мой друг, которому разбили голову. Это все делали люди без опознавательных знаков. То есть нас били даже не сотрудники органов правоохранительных или каких-то других дел. Нас били просто люди без опознавательных знаков, в броне, в шлемах, с резиновыми дубинками. Скажите, сколько народу примерно было в Санкт-Петербурге на этом митинге? Сложно очень оценить, потому что люди были сосредоточены на саму площадь не пустили, но на само поведение. Поэтому мне кажется, что 1004, наверное, вышло. Вот, понимаете, я хочу понять, просто чтобы вы объяснили украинским телезрителям. Вот на фактически разрешенный митинг, хоть и с прорванной трубой внезапно, собрались люди без оружия, их было, не 100 тысяч, да, допустим, 4 тысячи, что много достаточно, но все-таки не огромное количество. Почему, на ваш взгляд, такие жестокие меры были приняты, были избиты люди, и вот как у нас в репортаже говорили, несколько сотен человек были задержаны? Да, действительно, тоже задерживали много, правда, сотни, 2-3 точно задержали, возили автобусы. Слушайте, я не могу сказать, какие мотивы у людей, кто эти приказы отдавал, но очевидно, что даже вот по самым базовым принципам закона о полиции Российской Федерации люди без опознавательных знаков никакой правоохранительной деятельности не подают. У нас уже появились некие люди без опознавательных знаков, которые бьют просто оппозицию. И мне кажется, что это, скорее всего, делает целью устрашения просто. Потому что потом с многими друзьями говорил, а что ты пошел? Я говорю, я считаю, что я могу и имею право защищать свои права. Они говорят, нас тоже много не устраивает, но мы уверены, что нас побьют. Если мы были уверены, что нас не побьют, мы бы пошли. И я думаю, что режим понимает, что у большинства людей такая логика, совершает ошибки, дать людям понять, что они могут просто выйти и осуществить. Люди должны быть уверены, что их побьют. Скажите, вот если, допустим, следующие протесты, предположим, будут в следующие выходные, по вашим ощущениям, выйдет столько же людей, меньше людей, больше людей на них? Если вы меня слышите, Егор, как вы думаете, если вот следующая акция будет в следующие выходные, там же в Санкт-Петербурге, и в других городах, столько же людей выйдет на улицы, меньше, больше? Как вы ощущаете это? Слушайте, мне кажется, что вот во время последней акции какой-то такой было чувство того, что оппозиция настроена решительно, а вот эти безымянные якобы силы правопорядка, когда непонятно, сейчас милиция, на самом деле, в стране, они, конечно, некоторую слабость, мне кажется, показывали. В какой-то момент я видел, как толпа школьников, безоружных, совершенно просто школьников, на самом деле отодвинула такой вот, как вы сейчас показываете, шеренгу людей без опознавательных знаков, вооруженных в стране. Мне кажется, что я надеюсь, на самом деле, что будет больше. То есть, если бы народу, грубо говоря, было там раз в 10 больше, то вряд ли бы полиция, по вашим ощущениям, справилась бы, да, с демонстрантами, которые вышли на законный митинг? То есть им тогда пришлось вводить уже какие-то более крупные силы, а более крупные силы не факт, что оказались бы готовы и выступать.
Скажите, Егор, это правда, что вы семинарист, в духовной семинаре учитесь? Да, я учился в прошлом учебном году в Свято-Северском институте в Париже. Это православный институт, основанный иммигрантами старым еще в начале 20 века, после революции 17 года. И я в семинаре, в общем, закончил, и сейчас я в процессе того, чтобы быть рукоположенным в священный сан, свои отношения с епископом. Егор, но вы же понимаете, что Русская Православная Церковь полностью поддерживает, по крайней мере, ее руководство, все иерархии, которые их только можно назвать, полностью поддерживает то самое правительство, против которого вы выступаете. Как вы будете рукоположенным в сан выступать против правительства, которое практически от Бога устами иерархов церковных? Я вас благодарю, спасибо за вопросы. Автокефальная церковь. Я принадлежу я лично сам являюсь сейчас мирянином, хотел быть священником экзархата русских приходов Константинопольского патриархата в Западной. То есть я учился в Париже в Русском православном институте, и наша епархия, она находится в измене Константинопольского патриархата. О, понятно. Наш человек. То есть вы, Егор, наш человек, да? То есть Украина тоже скоро перейдет под юрисдикцию Константинопольского патриархата. И, так сказать, спасибо, Егор, что включились. Огромное спасибо Егору Крапенкову, который из Санкт-Петербурга протестующий к нам включился. Ну, вот такой